Если ребенок часто болеет вирусными заболеваниями, значит у него слабый иммунитет. Плохо ест, значит нет аппетита. Отстает в физическом развитии, значит у него не хватает витаминов. Все это плохо даже по отдельности, но хуже, когда все эти симптомы объединяются. Не каждый родитель поймет, что происходит с ребенком, но врач поставит диагноз сразу. Это хорошо проделанная работа паразитов. О паразитах, конечно, не очень-то и приятно говорить, а точнее вообще неприятно. Но эта проблема есть, и живущие в организме человека гельминты вызывают болезненные поражения отдельных органов или общее нарушение здоровья. У детей, болеющих гельминтозом, часто наблюдается отставание в развитии, задержка роста и многое другое. Проявление болезни может быть различным. Оно зависит от вида глистов, места их поселения в организме человека, количества. Превалирующее большинство зараженных глистными инвазиями – это детское население, так как гельминтозы часто называют болезнью грязных рук. В связи с этим вот такая специфика в плане зараженных. В зависимости от количества глистной инвазии, соответствующие клинические проявления и их тяжесть. Основное проявление, так как у нас поражение происходит, в основном детское население поражается, это может быть всасывание всех минеральных, питательных веществ, витаминов, происходит в кишечнике по большей части. Соответственно, это сказывается на физическом развитии ребенка, на умственном развитии ребенка. Также есть разновидность глистных инвазий, которые могут паразитировать в печени, в легкие, в сердце, в головной мозг. То есть поражения здесь могут быть разнообразные. Болезни, вызванные паразитами, называются гельминтозами. Ими страдают многие, причем около 80% зараженных – это дети. И часто в появлении гельминтозов мы виноваты сами. Люди, которые редко моют руки, а также употребляют в пищу плохо вымытые фрукты и овощи, находятся в основной группе риска. Дело в том, что в стадии личинок гельминты находятся в почве, откуда они могут попасть на наши столы. Уже в организме в комфортных для них условиях паразиты будут активно расти и размножаться. У человека зарегистрировано паразитирование свыше 250 видов гельминтов. Наиболее распространенные из них – аскаридоз, энтеробиоз, дибифилобатриоз. Заражение происходит контактно-бытовым, через грязные руки, и пищевым, через немытые овощи, фрукты, зелень, а также необработанные термические продукты питания. Все начинается с приема врача-педиатра. Если после опроса и осмотра ребенка врач заподозрил диагноз гельминтоз, то он в первую очередь отправит вас в лабораторию на анализы. Что вас беспокоит? Жалобы? Беспокойство есть? Есть какие-то диспепсии, боли в животе периодические, жалобы на тошноту? Боли есть в животе. Боли есть. Посещает ли он детский коллектив, садик? Не ходит ребенок. Сколько детей в семье? Один ребенок. Когда были у хирурга детского? Год назад только были. Анализы когда сдавали? Тоже полгода назад. УЗИ органов брюшной полости? Очень давно. В таком случае я вас осмотрю и направлю в лабораторию. К примеру, анализ крови. Этот способ диагностики, по которому определяется наличие антител, позволяет выявить глисты даже на начальной стадии развития. Однако все врачи утверждают, что этот метод обнаружения гельминтов с помощью анализа крови стоит только на втором месте. При педиатре мы предпочтение отдаем кал на яйцеглист. Конечно, забор должен быть по правилам, то есть трехкратно. Сегодня, завтра, послезавтра. Говоря о диагностике глистных инвазий, желательно как минимум 2 раза в год обследовать детей, и метод диагностики более достоверным является овоскопическое определение наличия глистов. Есть мнение, что заражение ребенка паразитами может произойти внутриутробно, так как простейшие бактерии, вирусы, кандиды тоже могут проникать в плод через плаценту. Если мама болеет какими-то гельминтами, то, конечно, интоксикация, такое косвенное воздействие на плода может быть. Затем, во время родов прохождение через родовых путей не исключает заражение. Поэтому будущая мама тоже должна обследоваться и вылечиться от подобной проблемы заранее, чтобы потом не переживать за здоровье ребенка. Опасность гельминтов для детского организма заключается в том, что продукты их жизнедеятельности и распада способны вызвать серьезную интоксикацию и аллергию, вплоть до токсического шока. К тому же гельминты лишают ребенка того, что жизненно необходимо ему для полноценного роста и развития – витаминов и минералов, дефицит которых в организме снижает иммунитет ребенка, делая его податливым для других заболеваний.
Учитывая то, что воздействие глистной инвазии происходит непосредственно в кишечнике, а большая часть лимфоузлов, до 70%, сосредоточена именно в кишечнике. Нужно учитывать тот факт, что на фоне воздействия глистной инвазии ослабевается иммунная система, и ребенок в последующем становится восприимчив и к другим разновидностям инфекций. Если говорить о том, в какой сезон чаще происходит заражение, то, конечно же, в теплое время года, так как дети в это время часто играют в песке, купаются в водоемах, едят свежие, немытые овощи и фрукты, не всегда имея возможность или желание помыть руки с мылом. А совсем маленькие дети, осваивая окружающий мир, желают непременно попробовать каждый предмет на вкус. И потом не последнюю роль в заражении паразитами играют мухи и другие насекомые. Они и переносят их потомство на продукты питания. Ребенок неоднократно, даже не излечившись, может повторно и повторно сам себя заражать. Не только себя заражать, но он также может заражать и других детей, которые находятся с ним в этой группе в садике, потому что это передается возбудитель через предметы общего обихода. Это может быть игрушки, книжки, столовые принадлежности, где соприкасается больной ребенок и здоровый. Вот эти все предметы являются фактором передачи данного возбудителя. Точно так же и в летний период это актуально у нас становится и также почва детского дошкольного очень чаще всего, и песочницы. Поэтому мы очень такие требования предъявляем, чтобы песок в песочницах постоянно исследовался, и при обнаружении яиц гельминтов происходит его замена. Так что по поводу сезонного заражения сегодня можно не беспокоиться. Вот только обследовать ребенка можно и нужно в любое время года. Первыми симптомами глистной инвазии у детей становится слабость и раздражительность. Ребенок капризничает, плохо спит, жалуется на дискомфорт в животе. Наблюдаются перепады аппетита, то он снижается, то повышается. Также о наличии заражения может говорить недостаток массы тела, синяки под глазами и бледность кожи. А вот по поводу бруксизма, так называется скрип зубами во время сна и раннего кариеса, что тоже приписывают к симптомам подобной инвазии, правда это или нет, подробнее узнаем у детского стоматолога. Бруксизм – это скрежетание зубами, чаще всего возникает у детей во время сна. Возникает при непроизвольном сокращении жевательных мышц. Причиной возникновения бруксизма чаще всего является неправильный прикус, наследственность. Если бруксизм не проходит после 6-7 лет, то проблему нужно решать. В стоматологическом кабинете его решают изготовлением ночных кап, потому что зубы часто скалываются. Но сказать по правде, бруксизм как болезнь до конца еще не изучена. Но связи между бруксизмом и паразитами в детском организме пока еще не доказаны. Ну и ранний кариес, по словам специалистов, тоже нельзя оставлять без внимания, так как это проблема не только самих зубов, но и всего организма в целом. Как правило, ранний кариес у детей возникает в результате неправильной гигиены полости рта. Также ранний кариес возникает у детей, которые переболели рахитом, у детей, у которых наблюдается недостаток кальция. Ранний кариес и паразитология, они напрямую, эти две болезни, они не связаны друг с другом. Но проблему кариеса, конечно, раннего нужно решать. Это нужно посещать кабинет зубного врача-гигиениста, научить детей навыкам, как чистить зубы, а также проблема кариеса, естественно, решается путем лечения зубов. Если у ребенка наблюдается более 5 симптомов из вышеперечисленных, и плюс ко всему он жалуется на боли в животе, то есть все основания предполагать глистную инвазию. Что? Гельминтозы в зависимости от характера заражения подразделяются на биогельменты, геогельменты и контактные гельменты. В зависимости от этого и мы отталкиваемся
по методам профилактики. То есть это соблюдение правил личной гигиены. Существуют гельминты, которые для дальнейшего своего развития должны попасть в окружающую среду. Они называются геогельминтами. И непосредственно человек, естественно, заражается посредством грязных рук. Дальше идут у нас биогельминты, то есть это гельминты, которые попадают в организм животного. В этом случае заражение происходит при употреблении сырого мяса, то есть это мясо, не подвергшееся достаточной термической обработке. Это может быть обработка шкур животных, тоже может человек заражаться. Без ветеринарного освидетельствования это мясо не должно поступать на рынки. То есть люди должны знать, где они покупают мясо, у кого они покупают, освидетельствовано ли данное мясо, есть ли клеймо на мясе. То есть эти моменты, по крайней мере, тоже люди должны учитывать. И еще чаще всего у нас болеют в основном женщины. Ну и мужчины, в принципе, не уступают, но чаще всего причина заболеваний женщин – это когда они пробуют сырой фарш. Если мясо заражено, и при приготовлении блюда они пробуют сырой фарш, чаще всего они и заражаются. Среди детей, посещающих дошкольные и школьные детские учреждения, зараженность глистами близка к 80%. Ведь не зря при заболевании ребенка врачи рекомендуют лечиться всей семьей от этой инвазии. Так и здесь один больной ребенок может заражать остальных окружающих себя сверстников. Большое количество глистных инвазий на ранней стадии формирования протекает в скрытой форме, и не всякий врач может вовремя поставить правильный диагноз. Наиболее подвержены этому заболеванию дети младшего возраста, то есть посещающие детские дошкольные учреждения, и дети, посещающие младшие классы общеобразовательной школы. Поэтому, так как это наиболее актуально для них, поэтому при поступлении в школу, при поступлении в садик, эти дети в обязательном порядке должны быть обследованы на гельминтозы. Естественно, при выявлении до излечения и контроля, лабораторного контроля после проведенного лечения данные дети не допускаются организованные коллективы. И в плановом порядке дети также обследуются на гельминтозы. То есть это после летних каникул при формировании при формировании класса или группы в детском дошкольном учреждении. На самом деле, если ребенок здоров, то вероятность того, что он заразится паразитами, мала. В здоровом теле нет условий для развития гельминтов. Почвой для этого заболевания является недоедание, нехватка белков и витаминов в пище. В реальности в желудочно-кишечный тракт человека почти постоянно попадают яйца различных паразитов, но заражение и развитие болезни не происходит в здоровом теле. Существуют классические рекомендации проводить профилактику заражения дошкольников 2 раза в год. Но так как глистогонные препараты высокотоксичны, то эти рекомендации достаточно спорные. Противогельминтные препараты, конечно, токсичны. Любой препарат токсичен, если не рассчитан на вес, на возраст и доза этого препарата. Поэтому любой противогельминтный препарат должен назначаться врачом, исходя из веса ростовых показателей ребенка. Значит, для профилактики глистных заболеваний достаточно полноценно питаться, тщательно мыть руки перед едой, регулярно проводить влажную уборку и следить за чистотой нательного и постельного белья. Авиакокоз, эхинококоз – это переносчиками даже являются и бродячие животные, поэтому борьба с бродячими животными, вопрос ограждение территории детского дошкольного учреждения, чтобы эти бродячие животные не попадали на территорию данного учреждения. Содержание песочницы, вот эти все вопросы направлены на профилактику этих гельминтозов. Если кошка гуляет по улице, а потом немытыми лапами ходит по дому, то она может приносить в дом яйца паразитов, что находится в уличной грязи. Поэтому при наличии в доме домашних животных необходимо регулярно проводить в доме влажную уборку. Чтобы обращали внимание на эти признаки, слюнотечение, скрежет зубов во сне, почесывание, там очень много, там аллергические реакции, ни с того ни с сего. Вот это все проявления гельминтозов, чтобы они в обязательном порядке, если даже они не являются декретированным контингент, то есть не обязательный контингент детей, то есть он не организован домашний ребенок, но если у него эти признаки есть, они в обязательном порядке должны обратиться в медицинское учреждение, чтобы обследоваться на гельминты.
процессе своего развития паразиты посещают практически все органы нашего организма, лишают человека сил и энергии. Находясь в организме в большом количестве, паразиты могут вызвать достаточно большую потерю крови, что приводит к анемии как у взрослых, так и у детей. Паразиты, как и любая простейшая инфекция, выводят из строя самую главную защиту – иммунитет организма. Народные средства – это как вспомогательные, приветствуются. Только если у ребенка нет аллергии на эти компоненты и индивидуальная переносимость этих веществ. Если на мед нет аллергии, почему бы и нет? Если на семечки нет аллергических и других явлений диспепсии, почему бы и нет? Только рекомендуется после терапевтических лекарственных препаратов рекомендуются народные средства. Но раз народное лечение от паразитов никто не отменял, рассмотрим два варианта борьбы с ними. Часто в народной медицине от этой хвори используют тыквенные семечки. Но ребенку сложно съесть достаточное количество семечек, тем более, что их нужно съесть 100 грамм на 10 килограмм веса каждый день, и притом в течение нескольких недель. Поэтому этот способ отменяется. Но второй вариант как раз для детишек. Свежевыжатый морковный сок. Тоже считается хорошим противоглистным средством, которое также можно использовать в качестве профилактики этого заболевания. Для этого достаточно 50-100 грамм сока ежедневно. Получается и витамины для ребеночка, и паразиты долой. Профилактика гельминтоза включает режимный и медикаментозные два пункта. Режимный пункт включает в себя гигиену. Обязательно нужно мыть руки перед каждым употреблением пищи и после посещения общественных мест. Если ребенок часто сидит за компьютером, обязательно нужно протирать дезинфицирующими средствами, также и аксессуары персонального компьютера. Профилактику, конечно, делать надо коллективно, если ребенок находится в дошкольном или школьном учреждении. Если же они дома, то всей семьей. Расчет дозы препаратов, курс лечения, длительность – это назначает детям педиатр, взрослым терапевт. В итоге, по словам врачей, самым эффективным средством борьбы с глистами являются гигиенические методы. Среди них частая смена всего постельного белья, влажная уборка помещений, привычка мыть руки перед едой, и тщательная обработка овощей и фруктов, и минимальный контакт с домашними питомцами. Ну и немаловажный момент – ногти на руках ребенка тоже должны быть тщательно подстрижены под корень, так как именно грязные руки детей играют роль в циркуляции и возобновлении этого заболевания. В то время как на самом деле срок жизни гельминтов всего 28 дней. И при соблюдении всех этих мер проблема часто решается за месяц. Как я уже сказала, это идет самозаражение одного и того же человека, сам себя он заражает. Поэтому это чистота рук. После улицы, погулял ребенок, пришел домой, чтобы помыли руки. Перед едой получается, после туалета. То есть вот это все гигиенические моменты, если они будут коротко, должны быть ногти отстрижены. Если ребенок страдает такой вредной привычкой грызть ногти, принять все меры, чтобы отучить ребенка грызть ногти. Обязательно белье должно быть проглажено, простирано, то есть в чистоте содержать нижнее белье ребенка. Не только постирано оно должно быть, особенно если есть опасность, что он заболел, да, что он или даже не установлен, даже поэтому с профилактической целью проглаживать постоянно это белье, потому что температура пагубно действует на яйца гельминтов, и они уже погибнут, если прогладить белье, одевать постельное белье проглажено, нижнее белье проглажено. Это все вопросы являются моментами профилактики данных инфекций. Глисты у детей вовсе не являются признаком небрежности родителей и встречаются, к сожалению, даже в очень благополучных семьях, где принято следить и за чистотой, и за здоровьем ребенка. Но, тем не менее, реже болеют те дети, родители которых предприняли все возможные меры для того, чтобы снизить риск инфицирования.